ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинский совет женщин совместно с коллегами из Сыктывкара организовали социальную экспедицию на Водный. Как оказалось, такая форма для общественниц давно уже не новая. Решать проблемы в отдаленных городах и селах ездят активные дамы по всей нашей необъятной родине. Ухтинки вот тоже решили отправиться на Водный, чтобы и развлечь, и помочь местным. По словам председателя организации, в этот раз им удалось охватить все возраста и сделать эту экспедицию наиболее эффективной. Музей Эйнштейна привез Сыктывкар, игротеку для начальных классов, обучение плаванию мастера спорта по плаванию Шелудько Светланы, которая в бассейне Водного учит плаванию детей, которое очень необходимо. Сыктывкар привез. Мы в Ухте смогли ухтинскими специалистами обеспечить беседы с гинекологом, беседы с врачом-наркологом. И это еще не все. Вопросы касательно воспитания детей или семейных отношений можно было задать профессиональному психологу. А еще найти пути решения насущных бытовых проблем, например, по ЖКХ. Выслушать жалобы воднинцев приехала Александра Афонина, руководитель исполнительной дирекции Общественной палаты Коми в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», рассказала страждущим, как без нервов решить ту или иную проблему. Большая часть вопросов, к слову, коснулась температуры в жилых домах. Сейчас вот по одному из домов Гагарина 31 у тепловой компании есть все шансы не получить денег вообще. Потому что у граждан зафиксировано официальными документами, что температура в квартирах не поднимается выше 12 градусов. Для того, чтобы решить большинство проблем по ЖКХ, оказывается, есть определенный алгоритм. По словам общественницы, он работает в 99 случаях из 100. Все обращения из Водного, к слову, зарегистрировали. Школа грамотного потребителя будет следить за развитием ситуации. А Совет женщин, завершив свою социальную экспедицию на Водный, не планирует останавливаться. После Нового года обещая выбрать новую точку на карте нашего муниципалитета.